На подоконнике в комнате Владимира Саякина раскинулась настоящая оранжерея. Здесь есть даже дерево авокадо, выращенное из косточки. В цветоводстве Владимир Васильевич толк знает. Розы он с удовольствием дарит сотрудницам дома-интерната. А вот горшки с растениями, которые ему иногда приносят, мужчина принимает неохотно. Я стараюсь не брать. Почему? Да зачем? Принесут, потом реанимирую их, да прочее. В Ленинском Владимир Саякин проживает более 10 лет. Дом-интернат для престарелых и инвалидов мужчина давно называет домом. Скучно в большой семье бывшему геологу не бывает. С соседями всегда находится о чем побеседовать. Да, у нас все нормально. Шутки понимаем, нормально относятся все. Проживающий дома-интерната Сергей Сметанин тоже бывший геолог. По словам самого Сергея Александровича, он умеет определять, где есть залежи драгметалла, едва ступив на землю. И Якутия чрезвычайно богата золотом. Он рассказывает, что в принципе в Якутии, куда, как говорится, не плюнь, у нас везде есть золото и серебро. Сосед Сергея Александровича по комнате Виталий Фадеев в прошлом был лесничим. О повадках диких зверей и птиц Виталий Николаевич знает массу интересного. Многое могут сказать человеку деревья, кустарники и травы. Здесь он у нас занимается вот птичками, ему нравится, он их кормит, все у него по режиму, как должно быть. В доме-интернате Ленинского проживают 55 человек. У каждого своя история, свой жизненный опыт и горечь разочарований и утрат. Многим мужчинам и женщинам довелось познать трагедию одиночества. Кому-то не удалось построить семью, кто-то похоронил самых близких и дорогих людей, а от кого-то родственники попросту отвернулись. У многих нет родственников, нет близких людей, поэтому, конечно, персонал во многом заменяет, становится, по сути, самыми близкими родственниками. Да? В стенах дома-интерната каждый человек не просто получает уход, он погружается в заботу о себе. А доброжелательная атмосфера создается и поддерживается всеми членами большой семьи, сложившейся волею судьбы. Обретая дом, одинокие люди вновь начинают любить жизнь. Да куда лучше? Первое, второе, третье, каждый день 3 раза, все свежее. Что еще надо? Созданы, считаю, все необходимые условия, со всеми, с кем смогли пообщаться, отмечают только положительные стороны, то есть хорошее питание, необходимые медицинские процедуры, это все оказывается. О немощи и тяжелых болезнях поступающие в дом-интернат люди знают не понаслышке. Практически всем гражданам требуется медицинская помощь, длительное лечение и реабилитация. Нередко сотрудникам стационарного учреждения приходится заниматься восстановлением документов и подтверждением социального статуса человека. У Сергея Перминова этот путь занял не 1 месяц. Теперь документы в порядке, и Сергей имеет возможность ездить в отпуск. Недавно он побывал в Томске, городе своего студенчества. Конечно, изменился. Если здесь даже в Молдавию уезжаешь, как изменилось это там-то, тем более. Изменилось, наши-то свои остались такие же, как это. В доме-интернате Сергей Александрович завсегдатай стратегических дуэлей. Среди товарищей он считается одним из самых сильных шахматистов. Между тем, мастерство мужчина показывает не только в интеллектуальных видах спорта. Много лет Сергей Александрович занимается настольным теннисом и даже представляет Алданский район на республиканских соревнованиях и спортивных фестивалях. Ну, раньше как-то на лыжную базу ходили. Сейчас у нас после карантина туда не приглашают. Так, на лыжах гуляли, катались. Ну, а сейчас так вот, шашки, шахматы и теннис потом. В коллективе интерната порядка 50 сотрудников. Случайные люди здесь не задерживаются. Работа с пожилыми людьми подразумевает особый характер, сочетающий доброту, умение сопереживать, желание помогать и безграничное терпение. Мы просто одна большая семья. Каждый понимает степень, там, допустим, болезни, да, проживающего. Ну, мы их стараемся так и не называть, получатели социальных услуг.
В основном это все наши дедушки и бабушки. То есть, когда человек к нам сюда поступает новый, у нас от 3 месяцев до 6 месяцев идет, скажем так, привыкание друг к другу, да, познание. То есть мы узнаем, чем он раньше интересовался, там, допустим, чем бы хотел сейчас. И каждому свой подход подбирается. Антонина Егорова поступила в дом-интернат летом. В Ленинский она приехала из села Махсоголох. В Хангаласском районе проживают братья и сестры Антонины Романовны, и в будущем она планирует их навещать. В доме-интернате женщина освоилась, с сотрудниками и другими подопечными поладила сразу. Здесь хорошо. Там-то в Махсоголохе я же тоже жила в социальном общежитии целых 26 лет. Там тоже было очень хорошо, но там мы жили так вот. Так как общежитие мы сами себя обслуживали. Только за последние 2 года меня перевели наверх, ну, чтобы меня обслуживать, так как мне уже 79 лет, сказали, вы уже не можете себя обслуживать. А потом вот сюда перевели. В прошлом Антонина Романовна педагог. Сначала работала в садике и в школе, затем перешла на административную работу. Сейчас женщина с удовольствием посвящает время саморазвитию, интеллектуальным забавам и общению с новыми знакомыми. Я в основном читаю, но сейчас пока мне книг нет. Я в основном читаю, люблю разгадывать сканворды, люблю общаться с людьми, вообще так, ну, не то, что люблю. Но если кто ко мне подходит или что-то спрашивает, что-то хочет узнать, я охотно делюсь, разговариваю. В настоящее время в доме-интернате в финишную стадию входит капитальный ремонт. Отделка продолжается на одной из лестниц, а в комнатах, кабинетах и столовой последние штрихи нанесены. Часть помещений была реконструирована и оборудована специальными приспособлениями с учетом потребностей подопечных. Большой объем работ был выполнен в прачечной. Оценили ремонт, который проведен в прачечной комнате, да, то есть налажено зонирование, да, поступление белья, стирка, сушка и так далее, чего ранее, ранее не было. Конечно, условия намного изменились, стали более комфортными, более домашними. То есть по возможности также и персонал, конечно, создает все условия, необходимую заботу, то есть чтобы люди, скажем так, чувствовали себя как дома. Ремонтные работы в помещениях проводились поочередно, и комфортные условия проживания удавалось сохранять. А в создании красоты и уюта сотрудники и подопечные принимали активное участие. Хлопот, конечно, было много, но и радости сейчас очень тоже много, потому что все-таки вид другой, цвет очень многое зависит, да, то есть стен всех устраивает, всем все нравится. Коллегиально, скажем так, с сотрудниками и с нашими получателями социальных услуг мы выбирали картины, дабы разбавить обстановочку. И я думаю, что у нас все получилось. О тонкостях реконструкции и отделки немало знает Альберт Кузьмин. В интернате он проживает с супругой Маргаритой. На данный момент это единственная семейная пара в стационарном учреждении. В комнате Альберт все делал сам. Немалый объем работ мужчина уже запланировал на следующее лето. У меня есть этот план на следующий год, чтобы установить здесь красивый уют, чтобы был у меня. Без дела супруги Кузьмины не сидят. Вот и сейчас Рита занята на кухне. Вместе с поварами она управляется с обедом. С удовольствием помогает сотрудникам и Альберт. Он не только выполняет поручения по хозяйству, но и стремится оказать поддержку другим проживающим. Они попросят там проживающих поднять, там еще кому-то там. Ну, у нас баштовных цветы бывают, вы сами, надеюсь, видели на улице. Вот это. То выкопать там надо пломбы, то это траву там высыпать, вот это. То посадки эти посадить. Алданский межрайонный дом-интернат Ленинского – один из 3 действующих в Алданском районе. Специализированные учреждения имеются в городе Томот и в поселке Илмах. В общей сложности в домах-интернатах проживают более 600 человек. Между тем, очередность в стационарные учреждения сохраняется. В каждом случае управлением соцзащиты по Алданскому району вопрос решается в индивидуальном порядке.
Здесь есть очередность, но мы смотрим по необходимости. Если, допустим, совсем подходит уже, допустим, ну, какие-то по параметрам человек подходит, да, допустим, нет родственников там, и так далее, инвалидность, то есть по заболеваниям необходимо определение, тогда, конечно, через Министерство труда, через комиссию обязательно определяем людей. Также здесь у нас и есть родственники участников специальной военной операции. Здесь тоже как бы нужно смотреть приоритетность, да, поэтому работаем. Наряду с определением в стационарное учреждение с одинокими немощными людьми реализуются иные формы работы. Одно из направлений составляет устройство пожилых людей и граждан, имеющих инвалидность, в приемные семьи. В настоящее время в Алданском районе созданы 3 такие семьи. Так, в прошлом году дом обрел Юрий Шелегон. Марину Холодкову он знает с детства. Их семьи жили по соседству в поселке Первый Арачон. Теперь Марина Ивановна, тетя Марина, как ее называет подопечный, стала для Юры самым близким человеком. Вот эта вот программа «Приемная семья» – это очень здорово. Потому что он же вот такой, ну, он инвалид с детства, но он же не больной, не такой, не дурной, да. И хотелось бы, чтобы, ну, вот обращали бы внимание на таких, чтобы они не были заброшенными, чтобы они также жили в семье. Конечно, основная задача приемной семьи – это создать, это как получается своего рода стационарозамещающие технологии, да, и создать для граждан, которые будут оформлены, семейные условия, чтобы они проживали как дома. И, соответственно, ну, здесь получается как бы выгода и для непосредственно государства, да, то есть для стационарных учреждений мы освобождаем, по сути, получается, койки, да, и, соответственно, конечно, для граждан это и для пожилых это продление жизни, это 100%, потому что они живут себе дома, они здесь востребованы, занимаются любимыми делами, да, то есть там и могут огородом заниматься, то есть, ну, как в обычной жизни. Еще одной формой работы с пожилыми людьми является оказание помощи на дому. В отделении социального обслуживания районного управления соцзащиты числятся порядка 200 человек. Разного рода помощь в быту им оказывают 20 сотрудников. Стоит отметить, что в любом направлении социальной работы первоосновной составляющей были и остаются желание дарить заботу и способность отдавать душевное тепло тем, кто больше всего в этом нуждается.